Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодняшняя наша передача посвящена гриппу. Грипп – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей человека, вызываемое вирусом гриппа. Вирус гриппа разделяется на три группы – А, Б, С и множество подвидов в каждой группе. Важной особенностью вируса гриппа является его легкая изменчивость. Поэтому ежегодно у нас появляются новые подвиды, штаммы вируса гриппа, с которым наша иммунная система до сих пор не сталкивалась. В настоящее время выявлено около 2000 вариантов гриппа. Вирус гриппа отличается высокой контагиозностью, так как передается воздушно-капельным путем и быстрым распространением с развитием эпидемий. Например, в 18-19 годах прошлого столетия во время так называемого испанского гриппа заболело около 500 миллионов человек. Обычно наше население каждый случай простуды с насморком, с температурой ошибочно принимают за грипп. Конечно, схожесть клинической картины гриппа и ОРЗ есть, но грипп протекает с более тяжелым течением, с развитием осложнений. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус в окружающую среду при кашле и чихании. Вирус, попав уже на клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей уже здорового человека, начинает активно размножаться. Инкубационный период заболевания, то есть период с момента заражения человека до момента появления заболевания, длится от нескольких часов до 1-2 дней. Чаще всего грипп начинается внезапно с явлениями интоксикации. Больные жалуются на озноб, боли в мышцах, суставах, ломоту в теле, головную боль. Преимущественно головная боль локализуется над глазничной области и в области лба, резь и болезненность движений глазных яблок, выраженную общую слабость, сухость и першение в горле. Температура тела повышается до 39-40 градусов и на таких высоких цифрах может продержаться от 3 до 5 дней. Кожные покровы лица, конъюнктива, склера гиперемированы, отмечается слезотечение, светобоязнь, отмечается понижение артериального давления. Затем на 2-3 день присоединяются катаральные явления: насморк, чихание, кашель, першение в горле усиливается, голос становится осиплым, на губах часто появляются герпетические высыпания. Так как вирус гриппа влияет на сосудистую проницаемость, часто могут быть и носовые кровотечения. Вирус гриппа вызывает угнетение защитных сил организма, что приводит к присоединению вторичной бактериальной инфекции и осложнениям. Часто встречающиеся осложнения – это гаймориты, бронхиты, пневмонии. При неосложненном гриппе заболевание длится до 70 дней, но в течение 2-3 недель могут сохраняться последствия перенесенной инфекции в виде общей слабости, головной боли, раздражительности. Что касается лечения, больному рекомендуется постельный режим, обильное питье для быстрого снятия интоксикации. Но основное лечение – это противовирусные препараты, которые назначит врач. Также проводят симптоматическое лечение. Сейчас в аптеках много препаратов для симптоматического лечения типа терафлю, антигриппина. Эти препараты представляют собой комбинацию жаропонижающих, отхаркивающих, антигистаминных препаратов, витаминов. Но на вирус гриппа они не действуют, но заметно облегчают состояние больного. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что при каждой простуде с подъемом температуры пациенты сразу начинают самостоятельно принимать антибиотики.
На вирус гриппа, на вирус ОРЗ антибиотики не действуют. Их целесообразно назначать только при осложнениях. Важную роль занимает профилактика гриппа. Нужно избегать контакта с инфекционными больными, соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом, так как моющие средства инактивируют вирус гриппа. Наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация. Вакцинация обеспечивает кратковременный иммунитет к вирусу гриппа. Проводится вакцинация ежегодно перед началом эпидсезона в сентябре-октябре для формирования стойкого иммунитета к моменту эпидемии. Вакцинация особенно показана лицам, которые по роду своей деятельности имеют высокий риск заражения. Это работники медицинских учреждений, общеобразовательных учреждений, работники коммунальной и социальной сферы, студенты, учащиеся, а также лица с хроническими заболеваниями. Мы уже начали в районе вакцинацию детей. Приглашаем вас на вакцинацию. Берегите себя. Thank you.